Всем доброго утра. Сегодня у нас уже пятница, 13 октября. Лежит везде снег. На землю выпал снег, хотя покрою еще только завтра. Вон, подошли с утра лодки. Еще мы видим, опять приходила норка. Ночью вон, по снегу видно, что ходила по лодке. Опять искала рыбу, собрала все. Ну, на этот раз у нас уже живцы под крышкой. Закрыл крышкой остатки живцов. И из-под крышки она их не тронула. А без крышки тогда она съела все остатки наших крупных гальянов озерных. И речных тоже подобрала все. Утки и сегодня нет. Не полетела утка. Как ни странно, ветер затих, это уже хорошо. Сегодня выезжаем домой. Сейчас выезжаю, проверяю продольники, тряхану удочки. Саня, Ваня тоже сегодня едут. Серега уже дома. Так что сегодня наша избушка будет пустовать, если гостей не будет. Съездим, отработаем. Ну, потом опять приедем. Это планы на будущее. А пока выезжаем на проверку наших продольников. Погнали. Так, ну что, перелет уток все-таки начался. Вот наши продольники. Сейчас начнем их проверку. Добыли 3 уток сегодня. Очень много летит серой утки, но она летит верхом. А вот эта черная синьга, получается, летит ниже. И дробь на расстоянии выстрела. Нормально пострелял сегодня. Все четко, без подранков. Ребята, наверное, уже уехали домой. Я успел тряхануть удочки наши. Вон где-то около ведра рыбы поймал. Окунь, несколько плотвичек. Щуки сегодня, к сожалению, нет. Будем надеяться, что поймаем щуку на продольнике. Начинаем проверочку. Вот это наши последние живцы. Последние. Вот это все насаживаем. И больше нету. И следующую проверку, возможно, через одну, будем уже поднимать наши продольники. И закрывать сезон летней рыбалки. Рыбки мы половили, слава богу. Достаточно. На зиму хватит. А на лима мы остальных поймаем. Опа, ничего себе глубина. Зимой. Вот эта глубина. Иди сюда, мой сладкий сахар. Поехали. Опа, опа, опа. Кто-то уже дернул. И кто это? Окунь, здоровенный окунь. Вот он. Опа! Ушел! Ушел! Блин, окунь здоровенный был, под килограмм. Вот он, замотал, получается, облеску и ушел, не дошел. Собака серая. Вот второй окунь. Но этот поменьше. И там вижу 3-го окуня. Этот поменьше. Вон. Это где-то на полкило примерно. А тот под килограмм был, здоровенный кабан. Этот, видите, заглотил. Заглотил. А тут здоровый был кабан. Ну ладно, ушел и ушел. Я его не кормил. Значит, был не мой. А вот эти 2 окуня, которые заглотили, они мои. Меньше, меньше и меньше, главное. Так. Вон утки летят. Высоко. Это хохлатая чернить, наверное. Или гоголи по свисту крыльев. Утка пошла. Это значит, ну, ветер стих, этого и стоило ожидать. При южном ветре какой дурак лететь будет. Все.
Первый продольник дал нам 2 окуней и показал 3-го. Включил камеру, потому что вроде бы кто-то есть. Это кто-то у нас Хариус. Хариус. Вот такой вот. Опа! Вот такой вот красавец Хариус. Попал на малька. Вот он красавчик. Я сейчас даже проверил все продольники. Поначалу еще снимал, потом вообще перестал включать камеру, чтобы не тратить карту памяти. Там мало уже места осталось. В общем, остался последний продольник. А улов у меня совсем не изменился. То, что на первом продольнике вот поймал 2 окуней и 1 сошел. Вот те 2 окуня и есть. И вот поймал Хариуса сейчас. Пусто. Везде пусто. Пора поднимать продольники. Не будем тратить время свое драгоценное. Дело очень много. Отдохнули недельку. И хватит. Надо монтировать фильмы. Надо заниматься разборкой сараев этих. Долгостроя этого. Хватит. Рыбы мы наловили, заготовили на зиму. И соленой, и всякой. Тем более, мне вот не нравится такая рыбалка, когда проверяешь пусто. Что-то совсем перестало ловиться. Так, ну вот. Доехали мы до последнего продольника на нижнем участке. А посмотрим. Надежды уже никакой. Потому что сколько продольников. И все живцы целые. Ну, за исключением нескольких крючков. Опа. Ну-ка. Может, на последнем что-то есть. На последнем. Что-то есть, что-то дергает. Он идет. Окунь. Тоже здоровый окунь. Не знаю, дойдет, не дойдет. О, красавчик. Вот тебе и надежды нет. Вот тебе и не ловится. О, какой горбач. Вот это монстр. Вот это монстрелла. О. Вот он. Вот Янцикадан. Вот это окунь, так окунь. Где там он? Опа. Одержался-то, смотрите. Еле-еле. Ыдва. О, ему оставалось вот так. Тык немножко и все. Вот он. Так что один ушел такой же, а второй не ушел. Значит, второй был мой. Крупный окунь есть на Печоре. Вон 3 окуня и Хариус пока. У нас еще есть 2 участка повыше. Может, там налим будет. Ну что, продолжаем проверку наших продольников. Перекусили в избе, попили чайковского и приступаем к проверке среднего участка. Ну, как мы видим,
один продольник утонул. Вода прибыла, второй на грани. Вот он продольник, вот бутылка вижу. Сейчас будем пробовать как-нибудь достать эту бутылку и добавить веревку или переставить вообще. Так, где-то здесь, наверное. Где-то здесь. Два дня дождей не прошли бесследно, вода прет. Сегодня весь снег, который вчера выпал, сегодня он растаял. Мне кажется, вода сейчас еще больше прибудет. Не знаю, смысла не вижу уже дальнейшей рыбалки на продольнике. Может быть, конечно, если переставить что-нибудь, да поймаем. Ну. Вот он наш продольник. Видите, да, утонул, уже под водой. Вот одна бутылка под водой, там же и вторая. Вот она. Сейчас мы попробуем как-нибудь поднять ее, если получится. Где-то вот так вот получилось. Уже хорошо. Надо будет добавить веревку. Сейчас посмотрим, по результатам решим, что делать с этим продольником. Поначалу все было весело. Налимы, щуки. Потом начала вода прибывать, все хуже. И потом вообще перестала. Ждали подъема воды. Дождались. И смысла никакого. Что-то натяжка вроде как есть, но это, скорее всего, мусор. Нет, один окунь в конце. Один окушарик. Окуня у нас на Печоре везде хватает. Вот такой вот окушенций. Заглотил двойник с гальяном озерным. Так, ну вот. Последний продольник на среднем участке. Не знаю, если что-нибудь попадется, это будет чудо. Чуть-чуть чудо. Чуть-чуть чудо. Чудо не произошло. Никого. Ну все. Следующая проверка, наверное, будет крайней. Будем поднимать продольники. Вот тебе и подъем воды. Ждали подъема воды. Ждали, что будет ловиться. А оказывается, надо было ловить по мелкой воде. Ну, успели. Грех жаловаться. В этом году половили. И достойные экземпляры были. И щучки хорошие. Все хорошо. Ну вот и все. Будем прощаться с избушечкой ненадолго. Завтра с утра уже приедет Серега. Созванивались. Но сегодня ночью здесь никого не будет. Ну, если гости не подъедут, кто-нибудь из деревенских наших. Вот. Прощаемся ненадолго. Отработаем завтрашний день. И послезавтра тоже, наверное, приедем сюда. Будем поднимать продольники.
А там посмотрим. Если утка полетит, постреляем уточек. Нет, будем сворачиваться и выезжать. Если не выпадет снег, может быть, пособираем ягоды. В общем, будет видно. Пока. До свидания, избушечка. Все оставляем. Не развешиваем так. Дрова есть на растопку. Сырые тоже есть. Ой, все уже перенес в избу. И много еще чего здесь осталось. Вот уховарка, ведра, пила. Так что мы еще сюда вернемся. Все. Немножко грустно, немножко печально. Но и в то же время чувство удовлетворения, то, что половили рыбы, добыли 3 уток. Может быть, еще что-нибудь получится. И чувство радости, то, что еду домой. Все-таки почти неделю у меня уже дома не было. Соскучился по родным. Сегодня искупаюсь в ванной и буду спать как белый человек. Избушка, конечно, это хорошо, но когда недельку здесь живешь, начинаешь почему-то скучать по дому. Все. Пока-пока. Мы сюда еще вернемся. Погодка. Вон какая классная стала. Скажи, что 3 дня поливала и дождем, и ветром. Опа, ну что, есть что-нибудь? На верхнем участке у нас нет. Я так думаю, окушок-то должен быть. Налима нет точно. А, стоп. Или есть? Не понял. И что-то есть, что-то дергает. Что-то дергает. Опа. Это кто у нас там? Язь. Язь. Язёк попал. Дойдешь, не дойдешь. Что, дадим шанс? Которым он не воспользовался. Вот такой вот язёк. Вот такой вот язина. Ну, полезай в кузовок. О. Окунь. Больше, чем язь. Красота. Так, что-то есть. Что-то дергает. Язь. Язёчек, 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 дружочек. Ай-яй-яй. Вот так вот. И окушочек там еще. Язёчек, дружочек. Ну, блин, все запуталось. Ёшкин кот. Так, поехали дальше. Уралочка. Ну,
для езды хороша по мелководью, но никак не для рыбалки на продольнике. Неудобно. С казанки, даже и с обяжки, все под рукой, все удобно. Здесь места нет от слова совсем. Так что сегодня, наверное, последний выезд в этом сезоне на Уралочке. Вода прибыла. Теперь можно ездить на казанке, на обяжке. А Уралочка пусть отдыхает, хватит. Поработала она на славу в этом сезоне. С июня месяца. Если бы не Уралочка, я бы уже ушатал все моторы по такой воде мелкой. Ну вот. Язычек и кусочек. И остался еще у нас один третий продольник. И домой. Ну вот и последний продольник. Опа! Так. Что-то дергает. Окунь. Но это не то дергало. Или что это, я не понял. Второй окунь. А, это тина. Блин. В общем, два окуня. А сердце ёкнуло, думал, уже налим. Это просто продольник забило грязью. Раз. И два уже подох. Бляха еще. Ах ты, собака серая. Хоть в перчатках рыбачь. Все руки уже искололи. Вон. Живого места нету. Вот такие два окушка напоследок. На последнем продольнике. И в итоге у нас потихоньку с утра почти половина 30-литрового ведра. Нормально. Нет налима. Есть окунь. Фу. Ну вот и все. На сегодня хватит. Рыбалка состоялась. Едем домой. Привезем домой свеженькие рыбки. Привезем солененькой. Все нормально. Порыбачили на славу. Закрываем осенний сезон рыбалки. Следующая поездка будет, наверное, уже завершающей. Будем поднимать продольники. Поднимем удочки. И до первого льда будем заниматься. Увидим. Не буду ничего заказывать, потому что ничего не знаю. Может быть, еще поставим обратно, если будут живцы, потому что ко мне хочет приехать друг Стас с Урала. Если приедет, он хочет попробовать половить налима. У них нет налима. Половить хариуса. Не знаю, как с хариусом у нас будет дела. Но налима, если что, если найдем живцов, мы половим. Если нет, то достанем с морозильника и угостим. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся.